90 лет назад, 15 ноября 1930 года, родился заслуженный работник культуры Абхазии, актер и режиссер Абхазского театра Николай Чукан. Детство и юность, вспоминает сегодня юбиляр, прошли, как полагалось для того времени. 8 классов образования и обязательная служба. Сразу после молодой офицер поступает в театральное на режиссера и для этого выбирает один из лучших институтов России. Едетесь. Полно народом, весь двор. Девочки хотят известными, ребята хотят, все режиссеры. Значит, 80 студентов, абитуриентов, которые хотят режиссерами. И я там. Клетчатая рубашка, черные брюки, копна волос, горбинка нос и ничего нет. Так. Сдаем. Первый экзамен вроде, второй, третий. Давай, так. Почему именно, говорю, вы избрали, почему, говорю, в Тбилиси не поехали? Я говорю, в этом году набор не был. Я говорю, а что, в Москву нельзя приехать? А, ну как нельзя, пожалуйста. Вот там поступил у Гончарова. После окончания ГИТИСа ученик народного артиста СССР Андрея Гончарова практически сразу начал работать режиссером сочинской телестудии. Спустя 2 года Николай Чукан вернулся на родину. Стал актером и режиссером театра сатиры «Чарирама» и художественным руководителем Государственной филармонии. Свой весомый вклад Николай Чукан внес и в развитие Абхазского государственного театра, сыграв множество ролей и поставив несколько знаковых спектаклей. Это в том числе «Чудак» Назыма Хикмета и «День» по пьесе Евгения Шварца. Вместе с тем большую популярность Николай Чукан получил благодаря своему красноречию, артистизму и тонкому юмору. Он, пожалуй, самый старейший конферансье на всем постсоветском пространстве, который до недавних пор открывал концерты народных ансамблей республики. Кое-кто не понял. Я говорю на языке этой земли, на которой вы сидите, отдыхаете. Мы получили свободу. Я приветствую вас, дорогих наших соотечественников и дорогих наших сограждан, потому что мы являемся гражданами своей страны и великой России. Доброго вам вечера! Он работал у нас в ансамбле, в государственном ансамбле песни и танцы Абхазии. Работал, с нами ездил, как конферансье ездил он, да. Он вообще-то о Коле говорить, это настолько сложно говорить о Коле. Коля, как конферансье, он настолько заряжал коллектив, настолько заряжал зрителей. Ну, надо же передышку давать танцорам, надо давать передышку певцам. Вот Коля эти места заполнял всегда. Он работал и с Кавказом, работал и с Шаратыном, работал. Но в конце он уже начал работать, с Шаратыновым работал, он ездил с ними вместе. Но позитив этого человека, наверное, на всю Абхазию хватит. Если он выйдет на сцену, на всю Абхазию позитив этого человека хватит. Причиной своего долголетия и такой энергичности Николай Чукан уверенно называет супругу и умение ценить окружающее. Утром я кланяюсь горам. Я говорю, спасибо за то, что дал мне поспать. И вхожу, спасибо, море, что ты дал нам пожить. Вот так и живу. 53 года с моей московской дамой. Кто она теперь? И врач, и стоматолог. Просто половина моей жизни. Главное, мы синхронно падаем, понимаешь? Нет отдельности. Чтоб я поднял кого-нибудь. Я упал в ворота, и нас там, наверное, не упало. Смеемся, и некого звать. Поцарапанные, встали, пришли. Мы живем. Вы приходите, живем. Мы дышим, живем. Дай Бог, чтобы вы держали этого возраста. Это хороший возраст. В такой день в доме юбиляра в Новом Афоне шумно. Поздравить Николая Чукан с 90-летием приехали не только друзья и родные, но и министр культуры республики Гудиса Акрба, чтобы лично пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни. زمويد حارقون وبريخان كوك سكال شد حنحلط دار حكويا خد في خحبة زخا أبري في نتاح نم يخوض وأوز بزي كرزهن هم يخوض وام تعالات بزي كرزهن
Шара шулагала культура джара зыхан шара шусура уисараз сала чаверги убасам таала таджар ишухтозга ажаква харай рулшо куксыкала шудахны халот назки абра шкоп вихцхамо буядаги кят захгет культура министр ахцала урспыла министр культура министра любимого шкоп за лыштит шидл на халот убряхан добрякат захгет. В свой день рождения заслуженный работник культуры Николай Чкуан впервые за долгое время отмечает без супруги. Виной тому плохое самочувствие второй половины. Свои переживания юбиляр не показывает, но, как расскажет позже, желание под зажженную свечу было посвящено исключительно ей. Виола Барганжа, Торник Амичпа, Абазатовая.